27 марта возле здания посольства России в Бишкеке, накануне визита Путина в Кыргызстан, правоохранительными органами были задержаны два активиста, которые устроили пикет против политики российского президента Владимира Путина. Задержан местный житель Нурлан Карымшаков вместе с супругой. Они пикетировали перед посольством России с лозунгами «Путин агрессор», «Оккупант», «Убийца» и «Нам не нужна военная база». После задержания Нурлана в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению. Комментариями по поводу произошедшего корреспондент Хабарху обратился непосредственно к участнику пикета Нурлану Карымшакову. События последних 5-6 лет, они, даже можно сказать, даже с 2008 года, они показывают явную, скажем, сущность этой агрессивной политики этого человека. В вторую очередь я хочу сказать о втором плакате, где было написано «Нет торпедам и бомбам Путина» на Иссыкуле. Иссыкульская область – это наш родной регион, откуда мы родом, оба, как я и супруга, и мы видели огромную территорию, с колючей проволокой, там живут наши родственники, можно сказать, и они неоднократно выражают свою обеспокоенность испытаниями этих различных видов торпед и военного вооружения. Президенту Российской Федерации Путину, этому человеку, по-моему, он не президент ни одной России, а президент всего мира, потому что он неоднократно останавливал бойню в других странах. Они должны одуматься и понять, кто они? Те, кто завязал эту войну. Кто завязал эту войну? Конкретно? Да. Те, кто стоит у власти сейчас, в настоящее время на Украине. Почему они не остановят эту бойню? Девочки, еще благодарность Путину, что он Крым отвоевал. Неизвестно, что бы было в Крыму сейчас. Может быть, и там гибли бы люди. Но спасибо за это, за его мудрость, за его терпение, за его мудрость. Он принял Крым в свое владение, как говорится, в Российскую Федерацию. И огородил их от этой нечисти, от этих безумцев. Порошенко, я сказала. Историю Грузии никогда ни одного факта нету, что Грузия против мирной населения. Мы бы так просто бы не приехали. Да, до этого тоже не приезжали. Хорошо, давай, Цинваль. Цинваль. Чья Цинваль? Наши. Как ваша? Цинваль, там наши миротворцы стояли. Грузию, на карте видел Грузию. На карте видел Грузию. Мере? Где Цхинваль? Цхинваль отсюда 70 километров. Там были самолетов, да, где-то 3 дня. Что нет? Туда, блядь, даже ни одного. Да, фотографии ваши же солдаты положили в интернет. Каждый, все абсолютно не от пули, а от бомб умерли, да? И все, кстати, боссы, да? И там очень многих, да, грузинские формы, грузинские ботинки, да, на всех, да? Почему солдат валяется мертвый? Боссы. Все, на ваших сайтах я смотрел. Прошу, россияне, русские матери, возьмите своих зверей отсюда. Мы русские, нам никто не мешают. Погибли наши дети. Я прошу вас, матери, заберите их, этих фашистов. Путин, что хочешь от нас? Твоя мать в Грузии сидит. Каких русских ты защищаешь в Осетии и в Абхазии? Я представительница русского народа. Я стесняюсь, что у меня кровь русская в жилах течет. Я похоронила всех близких своих здесь, защищая родину. Прошу вас, прошу, русские, уберитесь отсюда.